Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Темпора мутантес. Эти слова Горация как нельзя лучше описывают современный рынок труда. Профессии появляются, исчезают, требования к специалистам растут, а запрос на квалифицированные кадры становится все острее. Как не отстать от этих перемен, где найти работу своей мечты или получить новую востребованную специальность? И главное, какую поддержку может оказать государство в этом поиске. Об этом и обо многом другом сегодня поговорим с моей гостью, председателем Государственного комитета по занятости населения Республики Саха-Якутия Светланой Горюшинской. Светлана Валентиновна, добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Поскольку мы с вами в первый раз в этом году встречаемся, предлагаю для начала немного глянуться назад, подвести итоги минувшего года, какие ключевые достижения, результаты за этот период вы бы выявили как самые значимые. Ну, безусловно, хочется начать, конечно, с уровня безработицы, потому что это такой основной показатель, на который практически всегда ориентируемся, оглядываемся. И та положительная динамика, которая была у нас в последние годы, она, безусловно, сохранилась, даже нарастила темп. Поэтому, наверное, его можно считать основным достижением. Если мы говорим о итогах 2024-го, то там уровень у нас был 5,1%. Общей безработицы, то уже только за январь-ноябрь 2005 мы видим цифру 3,7%. То есть более 2,5 позиций процентных пункта пошло на снижение. Это действительно достойный результат. И если говорить в людях, официальная статистика тоже по уровню безработицы показывает то, что цифры снижаются очень хорошими темпами. Уровень безработных у нас снизился более чем на 8 тысяч. И сейчас по республике Саха-Якутия насчитывается 19,5 тысяч безработных граждан. Эта тенденция, она сохраняется тоже на протяжении нескольких лет. Наверное, говорит в большей степени о том, что, во-первых, наши граждане уже более мотивированы к труду, они больше занимаются поиском работы. У нас появилось больше возможностей для того, чтобы усилить компетенции какие-то и найти ту достойную работу, которая необходима. Ну и, соответственно, более стабильно сохраняются на тех рабочих местах, на которых сейчас они находятся. Это, скажем так, ключевое такое достижение для нашего направления. А вот можно, как не специалисту, вопрос, какой уровень безработицы для вас идеальный, к какому вы стремитесь? То есть я же понимаю, что это не ноль, потому что всегда находится какое-то количество человек в поиске работы, да, они меняют позиции и так далее. То есть какой-то уровень должен быть. Безусловно. Какой вот уровень считается прям хорошим? Идеального уровня на сегодняшний день нет. Мы все-таки стремимся к общероссийским позициям. Общая российская позиция сейчас, она примерно на уровне 2,2-2,5%, поэтому мы еще не догоняем ее, но тем не менее к этому стремимся. Плюс ко всему, надо сказать, что сильное снижение уровня безработицы не всегда говорит только о положительной стороне. То есть может быть нехватка конкретно людей для того, чтобы полностью обеспечить потребность наших работодателей. А потребность на сегодняшний день достаточно высока. А вот какая сегодня картина на рынке труда? У нас дефицит кадров есть вообще в отдельных отраслях каких-нибудь? Мы немножко отошли пока от наших итогов, да, но хорошо, сразу скажу тогда про той потребности. Наши работодатели в течение года заявляли порядка 45 тысяч вакансий. 2700 работодателей, это и индивидуальные предприниматели, которые ищут себе работников, это и крупные, безусловно, предприятия. Наш гигант, да, основное наше предприятие Алроса, безусловно, имея 21 тысячу работников, конечно же, испытывает потребность определенную. Промышленность вообще в целом испытывает дефицит, они рекордсмены по потребности своей. Больше 8 тысяч вакансий они выставляют в течение года. Это регулярная у них позиция, скажем, лидеров. Да? Почему? Это с ростом промышленности. Почему? Потому что, безусловно, да, у нас развиваются предприятия, у нас развивается добыча, и поэтому рабочие профессии — это в основном горнорудное направление, это геологоразведка, безусловно, да, это энергетика. Здесь тоже потребность всегда существует, и она, я думаю, что эта тенденция будет всегда. Плюс ко всему, в лидерах также у нас по потребности, вообще по дефициту, это образование.
Наша социальная сфера, она всегда испытывает дефицит. Это преподаватели, предметники, особенно в нашей арктической зоне. Сложности в привлечении всегда существуют. И, к сожалению, те механизмы, которые представлены, на самом деле их немало, которые предлагают у нас и по отраслевому направлению, да, когда есть денежная поддержка молодых специалистов, впервые трудоустраивающихся. Есть у нас программы земского учителя. Да. Ну, не всегда они бывают настолько привлекательны, чтобы человек захотел и поехал в арктические наши районы, в Улусы, и там работал. Но при этом наше образование, они внедряют, я знаю, сейчас новые методы образования, но я думаю, что об этом лучше с ними поговорить. Да? Здравоохранение то же самое. С узкими специалистами, с врачами узких направлений все равно дефицит остается. Но при этом надо сказать, что наше Министерство здравоохранения действительно проводит колоссальную работу по кадровому подбору и подготовке своих квалифицированных кадров, как среднего, так и высшего звена. Ну, что касается Арктики, мы разговаривали вот с главами улусов арктических, да, и там, конечно, проблема, она не решается занятостью, она решается тем, что нужно строить жилье комфортабельное, делать север привлекательным для жизни, да, и тогда создавать условия. Создавать условия. Да, действительно, это так. И когда мы привлекаем, мы ведем большую работу, на самом деле, по привлечению кадров, в том числе и из других регионов, несмотря на то, что в России много регионов, которые также испытывают нехватку в кадрах, да, но есть такие, у которых, ну, видимо, несоответственно уровня заработной платы, да, все равно они ищут для себя более привлекательные места. И мы, безусловно, первый вопрос, а где я буду жить? Ну, как бы это так, и с этим нужно работать. Да, и скоростной интернет тот же, да, который сейчас вот в Арктике начинают, уже не роскошь, а норма жизни, да. И людям нужны условия. Конечно, они к этому привыкли, особенно те, которые не только, может быть, даже те, которые жили там же, в Арктике, они приезжают сюда учиться в более комфортные условия. Вот как вы говорите, с всем спектром социальных своих каких-то условий для комфортной жизни, и возвращаться им, конечно, не хочется. Поэтому здесь, да, от условий зависит очень много. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или можно отправить сообщение текстом в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И, Светлана Валентиновна, я вас перебила про итоги, помимо уровня безработицы. Да, хотелось немножко все равно про достижения рассказать, потому что для нас год был достаточно ярким, и вообще направление занятости это не только трудоустройство, но и вообще информирование в целом людей о тех возможностях, которые в регионе существуют. Как каждый человек мог бы себя реализовать, выстроить свою персональную карьерную траекторию, где он это может получить, как, ну, основная, наверное, задача даже в большей степени наша состоит в этом. Поэтому событийные мероприятия наши, безусловно, вот ярмарки вакансий, которые мы проводим регулярно, это для нас тоже достижение. Всероссийская ярмарка трудоустройства, которая прошла у нас в 2025 году, она была достаточно широким охватом. Мы охватили более 4000 человек. Вы накануне были как раз в этой студии. Да. У нас было представлено более 12 тысяч вакансий вот так вот в одном месте. Более 700 работодателей по всей республике представили свои возможности, свои условия для привлечения специалистов. И трудоустройство и предложение по работе в этом году тоже достаточно было высоким. 1200 человек в моменте получили предложение по трудоустройству на собеседование и вот на личные контакты с нашими руководителями предприятий и организаций. Такой формат, он достаточно... Ну, многие говорят, что он уже устарел, и как будто бы нам нужно уходить как-то работать по-другому. Безусловно, форматы приветствуются, общение все, но ярмарки вакансий — это тот самый диалог, тот самый вот тет-а-тет встреча очная с работником, с представителем кадровой службы предприятия, где там же на месте уже можно подыскать как себе
нужного человека, так и специалисту понять, а хочет ли он работать именно в этой компании, именно в этом населенном пункте, ну и многие другие аспекты. Поэтому ярмарка для нас, мы проводим много ярмарок на самом деле, их было проведено по разным направлениям более 1000. Мы охватываем как общие ярмарки, да, так и по направлению, как делаем отдельно для женщин. Например, к женскому празднику всегда готовимся и конкретно те профессии, которые были бы важны для женщин. Есть у нас граждане, которые испытывают трудности в поиске работы. Это наши инвалиды, да, это наши даже освободившиеся из мест лишения свободы для того, чтобы была профилактика, ну, как бы, да, и социальная адаптация, безусловно, в первую очередь им нужно предложить работу. Поэтому такого рода узкие форматы, опять же, да, мероприятий мы проводим. Далее, значит, у нас в 2025 году, не могу тоже не сказать и, наверное, не похвастаться тем, что мы провели очень большой молодежный кадровый фестиваль. Летом, да? Летом, да, летом. Мне даже говорили, что, Светлана Валентиновна, про ваш фестиваль уже, по-моему, кто только не знает, как каждый, встречая, говорит, а что это за фестиваль. Действительно, прошло очень яркое событие, и наша молодежь — это тот фундамент, который мы взращиваем для себя, для будущего нашего региона, для экономики. И нам очень важно, чтобы они понимали то, что они здесь как раз-таки могут развиваться, и те таланты, которые имеют на сегодняшний день, могут развить именно здесь, именно у себя на родине. Наверное, вот именно для этого этот фестиваль мы и задумывали. Охват был тоже колоссальный. Почему-то вот такая цифра у нас по большим мероприятиям, также больше 4000, вообще в целом получилось 6, но плюс ко всему наши работодатели, и вот 4000 — это те, которые непосредственно пришли туда за информацией и за какими-то ответами на свои вопросы. Вот. Было 14 площадок, и основные задачи, которые мы ставили, и, наверное, то, что у нас получилось, да, мы выстроили очень серьезный диалог. Все наши отраслевые министерства, они представляли те свои, в очень таком нетрадиционном формате, представляли те свои основные профессии, которые они готовы предложить. И тем самым как бы увлекая именно в то направление, которым они занимаются. Площадки были представлены в виде квест-игры, в виде квизов, в виде общения. И поэтому эффект получился действительно тоже очень хороший. Наша То есть там практика, и профориентация на месте, да, в том получается? числе и профориентация, и предложение трудоустройства также. Но почему достижение? Потому что вот эта наша инициатива этого фестиваля, мы получили, значит, на федеральном уровне, заняли 2-е место во всероссийском конкурсе лучших практик по трудоустройству молодежи в номинации «Регион Магнит. Лучшее привлечение молодежи в регион». Здорово. Вот. Поэтому наша инициатива была оценена. Привлечение, то есть это еще и со стороны молодежь? Вовлечение молодежи в экономику раз, и привлечение молодежи. Почему привлечение? Потому что как раз в рамках фестиваля мы сделали одну из площадок для наших студентов и выпускников, которые учатся в центральных городах России. Наших соотечественников, то есть наших ребят, земляков, да, которые учатся там. И мы же знаем, что все-таки возвращаются далеко не все. Но при этом устраиваются ли они там и насколько хорошо идет их карьера в каких других регионах, тоже не всегда понятно. Поэтому мы сейчас, вот начиная с фестиваля, мы привлекли общественные организации, которые у нас есть в основных крупных вузах. Это Москва, Питер, Казань, Владивосток, Новосибирск. То есть это те крупные города, где сосредоточено наибольшее количество вот наших ребят. И это вот интересная особенность наших, наверное, нашего региона, мы очень сплоченные. И поэтому в каждом городе у нас есть общественные организации. Мы наладили с ними связь, и сейчас через них уже делаем более полный мониторинг. В этом году мы эту работу, безусловно, продолжим. И хотим сделать прям реестр, чтобы мы точечно, индивидуально знали каждого нашего
студента и могли ему предложить Работу в у нас. регионе. Конечно, конечно. Потому что действительно возможности для роста у нас колоссальные. Вот. И еще, наверное, из достижений, да, из цифр, трудоустройство участников специальной военной операции. Да, это отдельная тема. Ну, я вот просто как достижение скажу, мы на ней можем остановиться. 16 место мы заняли по России по трудоустройству участников. Для нас это достижение, потому что все-таки это достаточно сложное направление, поскольку ребятам сейчас нужна и реабилитация. Они на сегодняшний день не всегда сразу готовы приступить к работе, но тем не менее та работа, которую мы делаем, она дает свои результаты, дает свои плоды, и это для нас тоже большое достижение. Но с ними ведь тоже, то есть это отдельное направление, вот молодежь, участники СВО, для них какие-то отдельные программы, да, получается у вас? Вы знаете, вообще каждая категория населения, она в любом случае требует к себе определенно разных подходов. Индивидуальных, безусловно, каждый человек, да, с каждым человеком мы работаем индивидуально, но тем не менее особенности у определенных категорий разные. Так и участники специальной военной операции, не зря я сказала, что не все готовы сразу приступить к трудоустройству. Для некоторых требуется определенный уровень заработной платы. Кто-то хочет работать на определенной территории, например, либо в определенной отрасли. И здесь мы подыскиваем конкретно то рабочее место, которое было бы по душе. Есть, конечно, в любом случае... Есть и рабочие места, которые были сохранены. У нас трудовым законодательством это закреплено, что если при уходе, при уходе оно сохраняется, он может на него вернуться. Но, как показывает практика, не все хотят возвращаться туда, откуда они уходили. И здесь опять же, приходит навстречу наши центры, говоря о том, что можно получить новое образование, профессиональное образование, пройти дополнительное профессиональное обучение, получить новую профессию. И краткосрочные курсы, они проходят у нас буквально 2-3 месяца, и человек уже может приступить к работе. Как раз подошла к одному достижению тоже, про которое я забыла сказать. Почему? Потому что именно вот такое получение дополнительной специальности сыграло роль для одного нашего горнорабочего из компании «Алроса», Александр Тиньшан. Он стал лучшим по профессии на Всероссийском федеральном конкурсе «Лучший по профессии», который проводит Минтруд Российской Федерации. Для республики действительно это большой вообще шаг вперед, и он был пожарным изначально работал в МЧС, потом решил переквалифицироваться, уйти в промышленную компанию, и сейчас там достиг такого совершенства в своей деятельности профессиональной, что стал лучшим в своей профессии в стране. Поэтому вот такой второй старт для многих, а сейчас для участников это очень актуально, становится действительно рывком дальше в жизни. Ну вот хотелось бы еще поговорить про рынок труда, про вакансии. Да? Недавно были названы популярные профессии среди выпускников учебных заведений Якутии. Это IT, маркетинг, пиар, SMM-менеджмент. Вот насколько этот выбор совпадает с реальными потребностями рынка труда республики сейчас? Нельзя, конечно, не сказать о глобальных трендах. Безусловно, цифровизация — это у нас и всемирное, и всероссийское общее такое направление, которое стремительно развивается, и, безусловно, нельзя не говорить о потребности. Но наш региональный рынок труда говорит несколько об обратном. То есть дисбаланс определенный существует. В каком плане? Молодежь стремится как раз-таки к цифре, к обучению, дата сайенс, там архитекторы данных и другие направления, те же SMM и маркетологи, но тем не менее вакансии, которые представлены на рынке, они узко направлены только на определенную отраслевую специфику, в предприятиях отраслевой специфики, определенные, либо, например, какие-то отделы, скажем так, диджитал-отделы, которые в крупных компаниях. Поэтому сказать, что рынок представлен широко на сегодняшний день в республике,
ну, нельзя так сказать. Поэтому, когда ребята выпускаются, они не всегда могут найти себе ту работу, о которой, ну, считают, что той достойной заработной платы, которую они хотели в самом начале. И когда мы говорим про потребности, мы всегда в основном говорим только про рабочие специальности. В основном. 61% вакансий, представленных нашими предприятиями, это рабочие профессии. Сейчас это в тренде у наших предприятий. Ну, это и в целом по стране, да? У нас же даже Министерство просвещения России ограничило вот платный набор в вузы по гуманитарным некоторым специальностям, юристов, экономистов в частности, да, с тем, чтобы, ну, вообще в целом в стране нужны высококвалифицированные рабочие, и слишком много специалистов с общим высшим образованием. И у нас также, да? Да, у нас этот тренд сохраняется, и надо сказать, что рабочие профессии вообще, в принципе, сейчас достаточно высокооплачиваемы. То есть говорить о том, что ты получишь высшее образование, тогда заработная плата твоя будет высока, и ты будешь всегда в достатке, ну, не всегда такое бывает. Рабочие профессии, большинство рабочих профессий действительно, особенно в наших промышленных компаниях, представлены достаточно высокой заработной платой. Сейчас очень высокая потребность на водителей автомобиля разных категорий. Это и большегрузные машины, категория С, Д, это и автобусы. Даже взять, если пассажирскую нашу компанию ЕПАК, да, то мы в прошлом году как раз-таки более-менее выровняли тот дефицит острый, который у них был буквально там за пару лет назад. Но, тем не менее, потребность, она все равно в любом случае есть всегда. Потому что выбытие наших специалистов, оно все равно происходит. Есть, ну, как бы без этого никак. Люди уходят на пенсию, люди там переезжают, мигрируют. Вот, поэтому всегда требуется эта профессия. Очень нужны электрогазосварщики. Большая потребность у промышленности в машинистах. Причем тоже есть машинисты-экскаваторщики, есть крановщики. Да? То есть вот вся та техника, которая представлена на предприятиях, она всегда, как вот я сказала, высокооплачиваемая, и потребность в них всегда есть. То, что касается все-таки высшего образования, его все равно нужно обязательно получать, да, и потребность, безусловно, есть. Вот то, что вы спросили по IT, вот именно в вакансиях, 28 вакансий было в течение года всего представлено вот по IT-сфере. По SMM, по маркетологам 3. Поэтому предприятия, сказать, что острая нехватка, мы не можем. Но, тем не менее, мир не стоит на месте, и, безусловно, ну, готовить их надо, но чтобы это все соответствовало вот прямо текущей потребности и востребованным в настоящий момент. Ну, то есть некоторый дисбаланс, он существует. Да. И судя по тому, сколько их обучается, он еще и будет. Ну, мы стремимся к сокращению этого дисбаланса. Для этого как раз мы и проводим вот это вот сопряжение работодателей и нашей молодежи. На самом деле сейчас образовательные организации очень тесно работают с работодателями. Да? Здесь, наверное, наша совместная работа с Министерством образования, безусловно. И очень много открывают они и классов, да, вот конкретно направленности конкретного работодателя. Да? Особенно вот промышленный комплекс в этом плане тоже работает очень четко, да. Уже на стадии обучения студент имеет сейчас возможность пройти практику в том предприятии, в котором возможно будет работать. И это тоже профориентация, и это тоже возможность, ну, вот как раз-таки стабилизировать тот дисбаланс, который есть. Но на самом деле фундаментом всего этого, да, и, наверное, основным таким механизмом для снижения этого дисбаланса это как раз-таки правильная профориентация на начальном этапе. А вот как вы выстраиваете диалог и взаимодействие как раз с предприятиями, с бизнесом? Вас же работодатели и предприниматели, вы сказали, да? Вот как вы оперативно выявляете там потребности их? Как вот это вообще происходит?
Ну, потребности мы выявляем посредством, они выкладывают нам свою потребность. То есть у нас есть электронный портал «Работа в России», где каждый работодатель обязан выставлять те вакансии, которые у него появляются. Обязан? Обязан. Эта обязанность, она регламентирована у нас даже административным законодательством в том числе, как бы, да. Это у нас в первую очередь, конечно, в федеральном законе о занятости прописано, что появилась потребность, ты должен ее показать. На сторонних То есть не молча ресурсах- нанять родственника, а... Да. Чтобы, во-первых, подключилась служба занятости, ну и плюс ко всему, чтобы мы проводили как раз-таки своевременный мониторинг, чтобы выстраивать работу по всем направлениям, которые мы с вами обсудили, и по профориентации, и по подготовке специалистов. Если не покажет работодатель свою потребность, то образовательные учреждения не получат те контрольные цифры приема, которые они будут устанавливать на следующий год. Это же, ну, как бы логично получается. Для этого в рамках национального проекта «Кадры» уже, да, мероприятие как прогноз кадровый, который у нас проводится ежегодно. Ну, он, скажем так, актуализируется ежегодно, отдельным прям мероприятием введен вот в национальный проект. В этом году, в прошлом году мы достаточно масштабно его провели, у нас больше 3800 работодателей представили свою потребность. Абсолютно все отрасли были представлены. И можем сказать, что наиболее он сейчас у нас релевантен. И он как раз-таки составляется вот в той профессиональной квалификационной структуре. То есть там как раз-таки работодатели показывают не просто в целом, что мне нужны специалисты, да, а какая квалификация, какого разряда, какой специалист, какая профессия требуется. И именно на основании этого прогноза, и только исключительно на основании этого прогноза, формируются, вот я сказала, контрольные цифры приема по всей России для учебных заведений. Поэтому это, ну, вот для наших работодателей, которые будут искать себе работников, это, наверное, ключевое мероприятие, в котором они должны участвовать. Я думаю, что сейчас они уже понимают это и все более охотно в этой кампании участвуют. Плюс ко всему есть же механизм целевое обучение. То есть, опять же, на основании прогноза мы можем как раз-таки составить предложение по подготовке, по целевой подготовке специалистов. И любое предприятие может в этом участвовать и подготовить себе буквально там за пару-тройку лет того специалиста, тех компетенций, которые ему необходимы. Но другой вопрос, что с выпускниками, с абитуриентами тоже надо отдельно, наверное, разговаривать, потому что они боятся целевого обучения, часто боятся, пожив в большом городе. Боятся, что не вернутся. Да, не хотят связывать себя обязательствами. Ну, здесь, наверное, знаете, с нами как раз мы с вами говорили об условиях, и вот здесь, наверное, комфортные условия. Если работодатели предоставляют условия, и очень сильные у нас есть даже на предприятиях, и сейчас тоже в том числе примеры есть корпоративной культуры, то молодой специалист, и если он проходит практику на этом предприятии, да, то есть на протяжении нескольких лет ездит на эту практику, видит, как работает предприятие, то проблем в адаптации становится меньше, и приехать сюда на 2 года, на 3 года для того, чтобы как раз-таки получить вот этот вот опыт, с которым потом можно уже в жизни реализовать себя в любом регионе, да? Потому что наши специалисты все-таки в Якутии, они действительно ценятся по всему нашему, по всей нашей стране, ну, по всему миру, конечно, может быть, но это все равно так, это так. Вот, поэтому получить опыт у себя на родине, я думаю, что это очень правильно. Ну вот про летчиков я такое точно слышала, что наши летчики ценятся везде. Везде. Да. И обучение у нас даже в образовательной нашей организации даже приезжают с других регионов, чтобы обучаться, потому что действительно очень сильные. А вот программа переобучения, повышения квалификации как направление в сфере подготовки кадров, какие там новые программы и кто может ими воспользоваться? Это направление сейчас все больше и больше получает
вообще набирает обороты. В первую очередь, конечно, в рамках национального проекта «Кадры», опять же таки, да, это как отдельное мероприятие, и где могут обучаться не только безработные и незанятые, а отдельные категории, и их достаточно широкое представлено количество. Это и инвалиды, и участники специальной военной операции, и просто те люди, которые находятся сейчас в поиске работы. Это и женщины, которые воспитывают детей. То есть их, в принципе, более 10 категорий, под которые, ну, на самом деле не так сложно попасть, могут бесплатно получить дополнительную для себя профессию. Либо, ну, переквалифицироваться и получить основную какую-то профессию, но совершенно отличную от той, которая была, например, до этого, либо не было совершенно. Вот. То, что касается нового, но в любом случае сами программы представлены, опять же, востребованностью рынка. И мы, когда мы проводим мониторинг, анализ рынка, мы эту информацию предоставляем и в Министерство труда Российской Федерации, после обработки которой через федеральных операторов утверждаются, безусловно, с согласованием, опять же, региона, образовательные программы. На самом деле их представлено очень большое количество. Это тоже можно сделать через наш портал «Работа в России». Он достаточно сейчас имеет очень много возможностей портал, и вот то же самое целевое обучение, да, это все представлено на портале, и точно так же и профессиональное обучение. В этом году, в 2025 году, я прошу прощения, у нас в рамках национального проекта обучилось 1206 человек. При этом единственный, да, такой нюанс, что там должно быть гарантированное трудоустройство, то есть заключается трехсторонний договор между образовательным работодателем, образовательным учреждением и гражданином, и после обучения, получив профессию, он обязательно должен трудоустроиться. Ну, то есть учится он бесплатно, и у него гарантия трудоустройства. Да. Если этой гарантии нет, то обучаться он не сможет. Поэтому здесь вот в этом плане достаточно удобно как и для человека, так и для работодателя. Безусловно. Дальше, значит, обучиться можно и в рамках нашей государственной программы, да, республиканской. Здесь у нас два направления. Это наши безработные граждане, которые состоят у нас, и незанятые, которые состоят у нас на учете в центрах занятости. Там мы их также направляем, они обучаются. И у нас есть соглашение с работодателями, которые представляют свою потребность именно в обучении тех специалистов, которых они привлекают через службы занятости. Мы также направляем вот этих вот людей, которые будут трудоустраиваться, на образовательные программы. А вот кадровый проект «Работающая Якутия»? Вы знаете, у нас «Работающая Якутия» — это получился такой бренд уже, да, который в себя включает несколько проектов. Основной проект — это «Работающая Якутия. Кадры», который как раз-таки был направлен, ну и не было, есть направлен на работу с работодателями. Мы заключили порядка 95 соглашений с работодателями, 10 отраслей. Он несколько схож с тем проектом, который был у нас до этого «Местные кадры в промышленность», который действительно показал себя очень эффективно. Поэтому все лучшее мы вобрали оттуда, но пошли несколько шире. Индивидуальное сопровождение работодателей в проекте, да, мы первый год вот начали, мы сейчас ну, скажем так, налаживаем, да, вот этот вот механизм этого проекта. И, конечно, самое главное — это закрытие потребностей. То есть найти механизмы, возможные для того, чтобы работодатели в разных отраслях смогли искать нужных специалистов и понимали, где они могут это сделать. И здесь мы, безусловно, приоритет у нас на местное население, на наших выпускников, на нашу молодежь, да, но, тем не менее, если у нас все-таки таких специалистов не хватает, мы помогаем и пытаемся найти механизмы, чтобы привлекать их и с других регионов, ну и даже, иностранную рабочую силу в том числе, потому что все-таки иногда покрыть потребность полностью не получается. Но здесь зато мы можем координировать и понимать реальную потребность, чтобы, ну, скажем так, не было излишеств. А к вам люди сейчас обращаются все-таки через портал или по старинке приходят?
Вы знаете, абсолютно по-разному. В большей степени через портал, потому что все наши услуги сейчас предоставляются Всё все-таки цифровизовано. в электронном виде, все через портал. Но тем не менее, получить консультацию или пройти, например, какое-то профориентационное тестирование, безусловно, только в очном формате. Плюс все мероприятия свои мы стараемся проводить очно. Ну, потому что ничто не заменит все равно живого человеческого общения. Безусловно. В завершении нашей беседы, что бы вы хотели пожелать тем нашим зрителям, которые сейчас находятся в поиске работы или, может быть, планируют поменять свою карьеру? Вы знаете, наверное, самое основное, что я хотела бы пожелать каждому человеку, и независимо от того, в поиске он сейчас или, может быть, работает, но ему может что-то не нравиться в моменте, веры в себя. Веры в себя, веры в те возможности, которые есть у каждого человека сейчас. Безусловно, здоровье, потому что Ну, без это база. здоровья, Без здоровья, да, да. невозможно Невозможно будет ничего. абсолютно ничего. Поэтому самое главное, начните. Начните свой шаг, приходите в службу занятости, вам обязательно помогут, независимо в каком районе бы вы ни находились, всегда подскажут, в каком направлении вы можете двигаться, что сейчас важно, что сейчас актуально, и вы обязательно найдете то самое рабочее место, комфортное, подходящее, и будете счастливы. Спасибо. Желаю, чтобы каждый нашел свое комфортное, подходящее место. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня по-прежнему зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.